Исмагул Молла. Более полувека в городе Щучинск жил добрый мужчина небольшого роста, возраст которого перевалил за 100 лет. Несмотря на все трудности и лишения в его большой интересной жизни, он сохранял жизнерадостность даже в самых удручающих ситуациях. Его острый и живой ум и ирония всегда были ориентиром для других. Исмагул Курманбекула, в народе известный как Шарипов, родился в конце XIX века в местности Кыма, поэтому еще в дореволюционные времена обучался в татарском медресе, где получил обширные религиозные знания. Затем в его жизни были Октябрьский переворот 1917 года, кровавая гражданская война, жестокая коллективизация, Вторая мировая война, десятилетия разрухи, годы целины, эпоха брежневского застоя, Горбачевская перестройка, обретение независимости нашей страны и многое другое. Этот трудолюбивый мужчина работал в каменоломнях, шахтах, колхозах, совхозах и множестве советских организаций, где был забойщиком, колхозником, строителем или печником. Всегда глубоко религиозный аксакал, только выйдя на пенсию, смог таки полностью посвятить себя наиболее важной миссии. Он стал авторитетным муллой, подлинным светом для людей. Аксакал обладал феноменальной памятью. Он мог наизусть цитировать обширные тексты из священного Корана, толковал нормы богословской юриспруденции шариата. Также, будучи виртуозным оратором, читал наизусть казахские народные дастаны, скрупулезно разъяснял шежре многих родов с привязкой к истории и писал стихи. После того, как мы с Аксакалом близко сдружились, он, улыбаясь, сказал мне, что мы с ним сверстники, ведь мы рождены в одном столетии. Я особенно любил наши беседы во время наших совместных длительных автопоездок, хотя ему тогда было более 100 лет. Исмагул Молла мог красочно, с мельчайшими подробностями, смеясь, рассказывать мне эпизоды из моего собственного детства, про моих дальних и близких предков и мою колоритную родню, с которыми он был лично знаком. Поэтому я, не стесняясь, мог расспрашивать его обо всем, без ложной скромности, все, что меня интересовало. Ведь Аксакал был правдивым очевидцем очень многого. Уже на исходе его дней я, как обычно, пришел навестить Аксакала. Он лежал в комнате в благоухающей чистой постели, уже совершенно без сил. Поздоровавшись, я поинтересовался о его самочувствии. Старец, как всегда, с юмором, тихо ответил из-под одеяла: «Ва алейкум ассалям, айгырдаймын». В переводе я как жеребец. Таким был этот мужчина. Мудрый Аксакал ушел в вечность в 2000 году в возрасте 103 года. Мне посчастливилось омывать его тело и управлять всеми похоронными мероприятиями. Затем более 1000 благодарных мужчин, чтобы успеть понести на своих плечах, вырывая свою очередь, с большим почтением несли по городу этого незабываемого человека несколько километров до самого кладбища. Теперь, по прошествии лет, я думаю, это был настоящий святой. Этот рассказ я написал в 2016 году. У меня еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.